Всем привет, привет. Буду, наверное, называть свои стримы СМР, потому что под мои стримы можно спать. Вчера вот я спала, точнее, смотрела свой стрим и чуть не уснула. Привет, Равнопус, привет. Что-то опять не отображается чат в этом мультичате, странно. Почему Джодагуэ? Почему не отображается? Привет, Даня! Привет! Ошибка какая-то опять. Странно. Нету юзлиса. Почему нет юзлиса? Я полусонный, сейчас пошел спать, но тебя на фоне оставил. Да, оставь меня на фоне. У меня как раз-таки АСМР стрим, потому что под мои стримы можно спать. Я так подумала, наверное, буду так себя называть, типа АСМР этим. YouTube покормлен. Спасибо, Равнопус. Так, надо еще раз Twitch проверить, работает он или нет. Сейчас я сама проверю. Да, все работает. Все, пошло, поехало. Так. Пока что еще на Ютубе никого нет. Чё, как дела, Юзелис? Одновременно прям дела спросили. Ну, у меня, как обычно, все. Я сегодня встала, знаете, во сколько? В 3 часа. Это жесть просто какая-то. Жестянка. Привет, привет, Антонина. Здравствуйте. Так. Волна полнейшая. Ой, сочувствую тебе, сил тебе. А что там на пробниках вообще? Что это такое? Я первый раз такое слушаю. Это что такое? Типа подготовка к ЕГЭ? Что-то такое, да? Так, анонсики пошли. Все пошло. Вот там Мишка что-то написал. Пробник, пробный экзамен. Проще говоря, мы решаем цельный вариант в классе. Ну, сейчас скоро это все закончится и начнется еще хуже. Жопа. А потом каникулы, да, потом каникулы, потом Sims. Кстати, я же вчера не сказала, я забыла, ты вот как раз ушел к тому времени. Я, короче, сделала донат с 10 рублей до 100, короче, там этот праздничный УИИАИ, вот этот вот. Я еще думаю другой поставить этот УИИАИ, вот это. Да. Что у меня не работает этот? Да. Как же она байтит. Нет, тебе кажется, тебе кажется. Блин, не работает что-то с телефона этот Donation Alert дебильный. Достал уже. О, господи, так, ладно. Спи, спи, Даня. Спокойной ночи. Или дня. Спокойного дня. По работе будет. Вот они какие, смотри. Козлы какие вон. Я вот как в кулак сжимаю руку.
Все, я не могу смотреть через телефон на этот на чат. Он теперь вообще не открывается. Ладно. Придется скачать приложение, что ли. Donation Alerts. Интересно, там будет показываться этот чат? Я, конечно, сомневаюсь, что тут будет чат показываться. Да давай быстрее уже. Что еще расскажешь, равнопус? О, классно. Больше нечего рассказать. То есть мой Wi-Fi теперь не работает, да? Понятно. Да что такое, блин, с Wi-Fi? Почему вечно в начале стрима вот такая жопа начинается? Телефон надо перезагружать, походу. Он уже не вывозит.
Мгм. Ладно, через Twitch буду смотреть тогда. Не работает он. Что такое? М. Ой, так. Окей. Точно. Я уже и забыла, что тут этот был. Сон с собаки. Что у меня волосня всякая, блин, на мониторе. Макс, пожалуйста, не надо. За что? Я не хотела, прости меня, Макс. А чё, из-за чего я там умерла, интересно? Ой, назад вернулась, что ли? Блин. Макс, пожалуйста, не надо. За что? Я не хотела, прости меня, Макс. Раньше надо было думать, когда ты там спать улегся рядом Сейчас с надо любимой. сохраниться. Шутник. О, Фотографии из старых добрых времен. У нас с Алексом были свои звездные минуты. Борцы с преступностью, лучшие в объединенном отряде полиции Нью-Йорка и отдела по борьбе с наркотиками. Я бы все отдал, чтобы вернуть его. К сожалению, чудес не бывает. Мишель смотрела на меня с фотографии.
Семья Пейнов. Миг счастья, запечатленный на фотокарточке. Я думал, что так будет всегда, пока смерть не разлучит нас. Я не хотел об этом думать. Пока я не думал, это не могло случиться. Но я нарушил это правило. Мысль о смерти все-таки закралась в мою голову, и страх проник мне в сердце. Он уютно обосновался там и начал потихоньку охватывать всю территорию. Что-то такое чувство, как будто это Макс убил свою жену. Что это было? Есть. Обожаю мультики. А про капитана Бейсбольную биту мои любимые. Это как в этом... Край эфир было так, что ли? Ну, ни хрена тут прыжок. Как там, Enter, да? Ой, ой. Так, не сюда. Да елки! Надо через каждые 5 минут сохраняться. Где второй модер? Делает свои дела. Ютубовские. Видишь, она завела канал, теперь она занятой человек. Ой, Господи, ну, пожалуйста, только не это. Дед. Монтирует, да.
Их можно резать хоть кубиками, решетить пулями, взрывать, испарять, дезинтегрировать. Они все равно... Привет, Валера! через 5 минут Привет! как ноль. На столе лежал... Мишель работала на полставки в офисе окружного Спите. прокурора. Ежедневник был раскрыт на сегодняшней Сладких дате и снов. исписан ее аккуратным почерком. Вчера ко мне на стол попала какая-то военная папка. Вальгала? Это вроде бы из скандинавских мифов. Что-то там с викингами. И я хотела рассказать Максу, но он был занят, хмурился. Думаю, ничего важного, просто на почте перепутали адреса. Теперь я бы всегда выслушивал ее. Глупое обещание. Слишком мало и слишком поздно. Дневник Мишель. Вот так вот. Что имеем, не храним, потерявши плачем. Понятно? Макс, пожалуйста, не надо. За что? Я не хотела, прости меня, Макс. Опять малыш играется. Вот до этого он просто сидел. Ничего не делал. Как только я начинаю стримить, начинаются игры, беготня, хождение по столу, Убийца, ты убил ее. сувание мне В жизни жопу так в нос. не бывает. Если что, я отвечаю на ютубе Очнулся с задержкой. от этого кошмара. Голова раскалывалась, как в тисках. Макс Пейн, я Потому тебе что у меня завидую, Donation честное Alerts не слово. работает на А телефоне. киллер рядом улыбался. Не могу вовремя Меня отвечать. зовут Фрэнки Ниагара. Или бейсбольная Дела бита, нормально, это уж как хочешь. как обычно все. Ниагара, это потому, что ты любишь слезы лить? Он держал бейсбольную биту, Пока а не я был родила. привязан к Когда рожу, стулу. скажу. Чувство юмора – прекрасная вещь. Возьмем хоть меня. Обожаю мультики, представляешь? Когда в мультиках дерутся, вот это да. Давай-ка Привет, перевернем. Софи. Я бы А ты выпил чё, чего-нибудь уже холодненького, стримить если не закончила, что ли? возражаешь. Ты не беспокойся, я скоро вернусь, и мы закончим разговор. Ну, а потом распрощаемся. Мы еще побеседуем, ублюдок. Он, не торопясь, вышел из комнаты, и дверь за ним захлопнулась. Все мы делаем ошибки. Моя ошибка была не в том, что я смеялся над этим бейсболистом. Он избил бы меня Ждёшь, в когда любом загрузится? случае. А, у Ошибка тебя ж была там даже было не в том, что я 25 минут доверился вроде, да? этой красотке с пистолетом. Я, как идиот, начал охотиться за первым плохим парнем из своего списка. А нужно было сразу метить выше, Ага. в голову семьи Пуки-каки, Пунчинелло. какашки. Я не мог заставить себя убить Мону. Похоже, у меня слабость к симпатичным девушкам. Но когда твоей головой решают поиграть в бейсбол, тебя так и тянет нас же рассердиться. усыпили Они точно. перетащили меня обратно в подвал. Она дала нам гостиницы что-то «Люпин». выпить. Я был избит, весь в синяках И мы потеряли кровоподтёках. сознание. Я чувствовал себя немногим Я лучше вспомнила. стула, который только что сломал. Все, У него недавно жена умерла, а он на каких-то девушек засматривается. все, что у меня было, это бита Фрэнка, Сакс. липкая от моей собственной крови. Не надо сакс. Никогда не Очередное сакс. доказательство того, что я почему-то не нравлюсь Пунчинелло. Так, погоди, а тут саксофон, да. А тут что? А, тут закрыто. Тоже закрыто. Блять, только не говорите, От что... моей собственной крови. слава богу. Очередное доказательство того, что я почему-то не нравлюсь Пунчинелло. Это территория Фрэнки. Он сам там разберется. Да, я... Эй, там! Клип? Фрэнки. Он сам там разберется. Эй! Да ты задрал! Ладно.
Блять, вы что, издеваетесь? Как мне тут драться-то? Мне так нравится, как они говорят стоять или эй там. Пипец, и что делать? Как я буду с ними, с этой битой-то? Что, издеваетесь? Надо аккуратно. Это территория Фрэнки. Он сам там разберется. Ну да, я бы только не возражал и сам там. Ладно. Что за чё? Ни хрена себе. Привет, Валера. Привет. Да, блядь. Это территория Фрэнки. Блядь, сука! Мне показалось ли он своего? Да. Хороша. Патронов нет, да я уж поняла это. Это территория Фрэнки. Да блин, сука! А чё так сложно? Куда ты стреляешь? Это территория Фрэнки. Он сам там разберется. Ну да, я бы только... F5. F5. Да, блядь! Да, блядь! Да, блядь! Да, блядь! Да, блядь! Сука! F5! Блядь, гранат нет? Неа. Ничего нету, была только бейсбольная бита. Ну ты прям стихоплет. Я тебе уже говорил, что такое безумие на этот клип. Все, я полетела, хорошо тебе. Давай, спасибо, Софи, что пришла. Тебе тоже хорошей игры. Чтобы у тебя ничего не тупило и прошло все хорошо. И зрителей побольше. По идее, тут можно было бы, наверное, типа по стелсу, да? Прям Hotline Miami. Ну, типа, да. Все, которые, конечно, патроны все потратила. А у меня же бейсбольная бита есть. Что я делаю-то? Надо будет скачать, скачай. А стоит ли играть в другие части? Так, я все взяла, да, от них? Вроде все взяла.
А, ты про Hotline? Я думала, ты про Макс Пейна говоришь. Да блин, ты что делаешь? Все мое оружие сюда. А, вот первое же. Последнее, говорят, топ. Посмотрим. Так. Что мне кажется, или этот подфризивает? Как будто подфризивает, да? Странно как-то так. F5. Вам не больно смотреть на картинку? Как будто этот... Странно как-то. Норм. Что-то, ну ладно. Ой, блядь. Ну, ёлки-палки, а. О. F5. Блядь, тварь. Ау! Что за звуки? О, хорош.
F5. Ну, сука. А, у меня времени нет. Замедления нет, оказывается. Машина 294. Свяжитесь с диспетчером. Положение быстро менялось от плохого к худшему. Люди в форме пришли и ушли. Они разрисовали гостиницу мелом и обвязали желтой ленточкой, как подарок на день рождения. Охранники, которые стояли снаружи, были мертвы. В гостинице остались только Фрэнки, его люди и я. Очевидно, Макс Пейн, подозреваемый в убийстве агента отдела по борьбе. Забудь об этом, понял? Забудь и все. Забудь. Полоумная кошка. Ты бы слышал, как она орала, когда ребята ее схватили. Пыталась прикончить Дона, прикинь. А, вот черт. И трио. Это еще похуже того, чем Фрэнки занимается с тем бедолагой внизу. Да, умирать ей придется долго. Они говорили о Моне. Трио Пунчинелло не предвещало ничего хорошего. Очередное доказательство того, что я почему-то не нравлюсь Пунч. Примечательно, что все опознанные на данный момент жертвы перестрелки в клубе «Рагнарёк» являются преступниками. У многих в крови были обнаружены большие дозы валькирина. Из компетентных источников стало известно, что среди убитых находится и Макс Пейн, хотя его тело пока не найдено. Значит, кто-то думал, что я в руках мафии и не хотел, чтобы полиция продолжала расследование. Им предъявят изуродованный труп, и дело будет закрыто. Этим источником вполне мог оказаться Дон Пунчинелло. Власти бы у него хватило. Но его сведения уже явно устарели. Сделать меня преступником было мало. Пунчинелло хотел моей смерти, причем достаточно сильно, чтобы снабдить Фрэнки специальной инструкцией по этому поводу. Макс Пейн устроил нам массу неприятностей. Я хочу, чтобы он умер, как собака. Я знаю, что ты отнесешься к заданию с должным рвением. Элла. Элла. Так, все обшарпано. В баре отеля было тихо, но Фрэнки был там, как и обещал. Черт, как ты умудрился выпутаться? Ждать надоело. Решил, что мы вполне можем поговорить и Несколько здесь. раз умерли, конечно, но это не считается. Ай, сука.
Ну что? Все, я с девчонками больше не играю. Это нечестно. Я заметил хвост, как только отъехал от гостиницы. Это был большой черный «Мерседес». Эту машину я уже видел. В прошлый раз при ее появлении начался большой фейерверк. Владимир вернулся. Пиф-паф. Ты убит, Макс Пейн? Я мог бы засмеяться, если бы помнил, как это делается. Шиза. Во что играем? В казаки-разбойники? Если вам что-то от меня надо, говорите прямо. Спокойно, Макс, расслабься. Ты знаешь, что все новости только и говорят о тебе. Вооружен и очень опасен. Я собираюсь сделать тебе исключительно заманчивое предложение. Обвинение было подстроено. Я не убийца. Это спорный вопрос. Так или иначе, что бы ты ни делал, у тебя были на то причины, так? Выслушаешь меня? Слушаю. Привет, Шинмон, привет. То, что Пунчинелло занялся Валькирином, Это мне да, здорово мешает. оригинальная озвучка Но такая. это еще не все. У меня был Классная, приятель Борис да? Дайм. Он выполнял кое-какие поручения. Он капитан грузового корабля «Харон». Недавно он переметнулся на сторону Пунчинелло. Корабль полон компьютеров, оружия, моего товара. Если Пунчинелло его получит, он выиграл, Пунчинелло. а я проиграл. А ты вообще пролетишь мимо денег. Если хочешь добраться до Пунчинелло, тебе нужны веские доводы. И я могу тебе с ними Знакомый помочь. голос. Ну Верни да, мне это... корабль. Можешь мимоходом пустить пару пуль Дайму в Этот голову, чел я не фильмы возражаю. многие озвучил. Оружия там хватит, чтобы устроить конец света. Ну как, берешься? Блядь, такой Такой грязный. сценарий грех не разыграть. Владимир О! был из мафиози старой закалки, со своим кодексом Помыл чести. полы. Это делало его чуть ли не хорошим парнем. Не святым, конечно, но кто из нас святой? На берегу реки в Бруклине выстроился лабиринт Ой, да много ржавых фильмов контейнеров. всяких разных. Такой ночью не можешь не думать о мертвецах, спящих на дне в аккуратных Мультики бетонных еще ботинках. вроде озвучивал. В этом лабиринте не прятался Минотавр, но где-то впереди, на гремящей палубе старого грузовика, меня поджидал шкипер Харона, неумолимый, как старый паромщик у берегов Стикса. Ой. Какой нахрен F3? Так. Что-то два разных пистолета каких-то. А, там надо было на кнопку нажать, наверное. Ау. Ай, блядь, сука. Как у диктора состоялся. Мгм. Так, ладно.
сука ты, блядь, как ты в меня попадаешь-то, гнида? Так. У тебя, значит, слабый вестибулярный аппарат. Класс! Заебись! А я не сохранилась. Да, блядь, почему ты, блин, во время этого заряжаешься? Ты, блин. Джон Сина, сука. Ебаная, блядь. Кидай свою ебаную гранату, блядь. Да, сука ты, блядь. Сдохни ты уже, и ты тоже, блядь, сдохни, сука. Да сдохнешь ты или нет, блядь? Завали свое ебало, блядь. А я что, не по людям стреляю? А я ничего не по людям стреляю? А я вроде по людям стреляю. Вон, видишь, по людям же стреляю. Смотри, Шинмон, по людям стреляю. Шинмон, смотри, по людям стреляю. Шинмон, приятно? Смотри, 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 смотри. Чё, как, укачивает, не укачивает? Классно? Во. А где он? Взорвался, что ли? Шинмон. Чё, как? Чё, кого? Чё? Приятно? Так, F5.
Да как вчера в этом, в Звездных войнах, там тоже. Ты не смотришь? А что делаешь? Что делаешь, а, Шинмон? Шинмон, что делаешь тогда? А что делаешь? Что за... Лежишь, массируешь ноги. А ты их помыл сначала, чтобы массировать? Через каждые 5 минут надо сохраняться. Сюда, что ли, надо? Ну так поменяй, что не меняешь-то? Надо менять же сразу. А куда идти-то? Мне кажется, надо вот этим краном воспользоваться. Ну, как сюда войти, что-то не понимаю. Все, понятно. АСМР. Эй, ты! Опять? Не ухи, а уши. Шинмон, выражайся, пожалуйста, правильно. Он не успел кинуть гранату или успел?
А, блин. Я поняла. Ща. Как-то, короче, наверное, можно это скинуть, да? Ну-ка, F5. Блин, я думала, он скинет. Ладно, не получается так. Как долго публикуется клипы? Я себе, блядь. Ладно. А, нет, никак не скинешь все равно, да. Это же как проход считается, типа. Ой, не так кнопка. Блядь, скример. Все, нам пизда. Ай. Сука. Ты сука. Я почему-то сомневался, что это... Рико Муэрте появился в городе явно не только для того, чтобы уладить неприятности клана. Об Да, этом одним говорили взглядом вещественные прострелю. доказательства номер 1, 2 и 3. Дипломат с деньгами, снайперская винтовка и конверт с одним единственным словом на листке дорогой бумаги. Мэр, Это не было похоже на заказ о мафии. Слишком уж холодно и слишком кратко. Это с химчистки. Блядь, не на ту кнопку нажала.
Фу. Типа мост надо опустить. О, кто пришел? Пришла это мой модератор занятой, когда видик. А что делать? Что-то нажать, наверное, надо где-то, а я не вижу. А, я думала, ты видео делаешь. Ну, если за братом, то ладно. Прощаю. Это же вода, да? А он, наверное, плавать не умеет. Вот так, как здесь это падал снег. Прям как в игре. Прикольно же, романтика. Так, а что делать-то? Ой. Почему он все время автоматически выбирает оружие? Думаешь, он умеет плавать, что ли? Ну, мало ли. Там же надо... На монтаж-то надо время все равно тоже. Поэтому... Ну, завтра обещаю +6. Ой, что-то я YouTube вообще не читаю. Там никто не писал ничего на Ютубе. Все растает, останется только слякоть, грязь и лужи. Ай. Опять я туплю, блин. В 3 местах. Ну да, в принципе. Если бы ты там приколы всякие делала, тогда было бы сложнее. А чё дверь не открывается? Я не поняла. Спасибо, спасибо. Град часа 2 шел. А,
Ё-моё. Аж люди появились. Классная сохранилась, блядь. Тоже так умею, блядь. Какая-то комната. ПВшку поиграю. А то давно в игрушки не играл. Давай, удачи. Ого, я нашла тайную комнату. Ой, не могу. О, жесть. Блять, сука. Да что ты будешь делать? Как не хватает тут снайперской винтовки. Пиздец. И вот куда вот он стреляет, хуй пойми вообще. Привет, Захар. Я думала, сначала разнопуз пришел опять. Ой, не могу.
Да в смысле? А как? О, нихуя. Есть курить. Блядь. Пиздец тут, конечно, блин. Не дай бог еще упасть. Так. Здравствуйте, Макс. Привет, привет. Привлекла вас? А ты играл в эту игру? Так, а как можно туда попасть? Макс играет... Ой, Макс смотрит в Макса. Одни Максы. Чё так много Максов в последнее время? Меня Макс преследует. Так, можно, наверное, сюда зайти. О, слава богу. Так, чё, куда? Блять! Твою ж за ногу, а? Это все равно вкус виноват. Не играл и не видел прохождения даже. А, да? Я, кстати, тоже прохождение не видела. Я вот первый раз играю. Как-то не это... Не было раньше как-то интереса, а сейчас прям с удовольствием играю. Есть, конечно, моменты душные, но нормально. В каждой игре душные моменты есть всегда. Чё, как вчера там? Сева прошла игру или еще пока нет? Я вышла, короче, нечаянно из стрима и все, и потом уснула. Уже не до стрима было.
Макс, не хочешь на Twitch перейти? Или тебе там нормально? А хотя лучше там сиди, чтобы хоть кто-то был на Ютубе. А что делать опять? Вот опять что делать? Равно пусть ты всегда, причем. Ты во всех ситуациях... А, вот здесь. Во всех ситуациях ты всегда причем. Ну ладно. Смирился. Я ушел спать ближе к концу. Тоже не знаю. Ну она, наверное, еще пока не закончила, скорее всего, да? О, снайперская винтовка? Неужели, блядь? Ой. А как посмотреть снайперскую винтовку? Не слышим тебя, игра орёт, а я ничего не говорю. Видишь, сожрет твою зарядку. А я же молчу и ничего не говорю. Блять, игра вылетела. Я хотела этот потише сделать вам звук. Ладно, сейчас. Это мне Хитман кровавые деньги. По мне Хитман кровавые деньги прикольнее. Ты говорила что-то на громком моменте. Слишком тихо тоже не надо делать. А как посмотреть снайперскую винтовку? Никак. Ай, точно? Уклонение от пуль тут есть. Какое-то уклонение от пуль. Ты не знаешь и говоришь мне. Уклонение от пуль. Для правды. А, я и так могу попадать. Зачем вам уклонение? Его не существует. Их нужно танчить лицом. Точно. Как я об этом не подумала.
Да кто в меня стреляет? А, вон он, гнида, сидит. Да что ты говоришь? В голову целится? А может, в член? Е кнопка, блядь, на Е 2 раза нажимаешь, сука. Равнопуз, блядь. Картофельная твоя голова. Есть курить. Кто там так стреляет, блядь? Ебать! Нихуя себе. Ой. Видали? Тут такой экшен, оказывается. А, вспомнил, тут одна игровая механика. Если тебя убили, и ты выпила обезболивающее, у тебя будет несколько секунд, чтобы убить врага, который тебя убил. Тогда ХП установится. О, ни хрена себе. По яйцам. Тебя по яйцам. Блин, мы такое пропустили. Это все из-за равнобуса. А я, кстати, говорила, типа, жалко, что здесь нет снайперской винтовки. А вот, а вот, а вот. Видали, да, видали? Нихуя, я прям в эту... Стреляю вот сюда, вот попадается она, убивает их. Ха. 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 Да в смысле? По яйцам. Приколдесно. Пятку стрельнула. Полет пули как снайпер элит. Прикольно. Кстати, на Рождество я планирую играть в Мафию 2. В УПП 2. Класс. УПП. Да в смысле ты в меня попадаешь? А как сюда попасть? Никак? Только оттуда. Какие яйца навязаны. Ну, вдруг у него там этот мутантинизм. Мутация. Да.
Блять, напугал. Гнидыч. Я нашел корабль Дайма. Что ты говоришь? А как тут прыгнуть? Или туда не надо прыгать? Там журналы только не собирай, пожалуйста. Какие журналы? Какие журналы? 5 зрителей показывает, но у меня почему-то в этом сидят только 2 человека. А, вот оно что. Где? Где эти журналы? Быстро скажите мне. В мафии? А, в мафии? Знаю я одного человека, которого забанили за них. О, ну все, тогда будем смотреть это в Дискорде. Ну, именно журналы посмотрим, короче, в Дискорде. Так что подписывайтесь на мой Дискорд-канал. Мы там болтаем, сплетничаем. Заинтересовалась-то как. Конечно, я обожаю Playboy. Есть, кстати, игра Playboy, как типа Sims. Я в детстве играла, помню. Там есть порнографические зачетные журнальчики. Класс. Чисто только из-за этого я и скачала эту игру, да. Так. Нам вон туда надо. Ты, кстати, можешь закрепить эту ссылку. Ой, не та кнопка. Сейчас. Ржавчина давно облепила корпус грузового парохода. Борис Дан явно был на борту. Мне предстояло убрать половину всей команды, чтобы хотя бы подойти к нему. Оружие явно было в трюме, среди крыс и воды с масляными разводами. Надо скачать игру Playboy. Как-нибудь поиграть в Дискорде. Вместе. Я в детстве, короче, ее играла. Там надо империю свою создавать. Ну, ты играешь за этого, за главного, который Харви, или как там его, который создал Playboy. Он там молодой еще пока. Вот. И там типа ради ДС иду к вам на Твич. И там, короче, как его... Ну, ты, кстати, Равнопус, можешь скинуть Дискорд и в YouTube, чтобы Макс... ну, Макс уже пришел, ну ладно. Так, что, там, короче, можно фотографировать моделей и потом эти фотки, короче, делать. Ой, журналы делать. Ну, прикольно. Там, конечно, не так все просто. ТГК, Дискорд. А чё, где Дисик? А чё там? В смысле? А чё, не работает, что ли? Ржавчина давно...
Ой. Дай, это Анджело Пунчинелло. Анжи, слушай, а сколько ты заплатил Дайму, а? Держу пари, что больше 10 центов. Макс Пейн, Угадал на этот раз. ты мертвец, приятель. Ты уверен, что ты меня с Даймом не перепутал? Но ты прав. Мы скоро встретимся и поболтаем. Ты... Избавиться от Пунчинелло было непросто, но когда люди выходят из себя, они начинают совершать ошибки. И к этому хотел подвести Пунчинелло, чтобы тот сам нашел себе могилу. Привет, Мишка. Чё ты как? Как самочувствие? Как твои почки? Да что за хуета? Чё такое? Не получается ссылку вставить? У меня ссылка вставляется. Я сейчас через этот посмотрю. Так, F5. Так, главное, чтобы сейчас игра не вылетела. Не, все работает же, чё ты? Работает, работает все. Да работает все. Не видно. Да, вроде видно все. Там просто на стрелочку нажимаешь, и там этот показывает все. Макс теперь в числе картошечек. Поздравляю. Макс, добро пожаловать. Нету ничего. У меня есть. Я вот с компьютера смотрю, у меня все есть. Все отлично, поправляюсь. Ну давай, давай этот. У меня все есть. Равнопус. Это у тебя что-то тупит. Все, хватит спамить. Как у вас все сложно, надо номер подтверждать, чтобы писать. Ну, это модерация. Извините, я не могу ничего сделать. Потому что если без этого, то это любой какой-то может бот зайти там, или не знаю, или какой-нибудь этот. И писать всякую ересь. Телефон подтверждайте. Всегда подтверждайте телефон для защиты, всегда подтверждайте почту для защиты. Все работает, равнопус. У меня даже с телефона, я вот смотрю, у меня все есть. Так, там, наверное, надо было что-то нажать, скорее всего. Нет, за штурвал надо сесть. А, блядь. Я вот хочу двухэтапную на Twitch поставить, а мне смс не приходит. Блин. Почему не приходит? Ой.
Что, успел кинуть? Ну, нет, не успел, кажется. А, они не сдохли, что ли? А, во. Теперь сдохли. Мой номер вообще некорректный. Да? Странно. Не, блин, извините, я не буду убирать защиту. Класс. Сука! Ай, блядь. А, у тебя не русский номер, что ли? Ой, что это было? Кто первый? Ой, блядь. Пиздец. Смешно. Классная боевка была. Ай, блин. Ты умеешь говорить. Пусть любой, кто думает иначе, плюнет мне в лицо. Это владелец. Ебать Забрать тут. любое оружие и броню, какие хочешь. Встречаемся на мосту. Жесть, сейчас что будет? В вампирах маскарад, сюжет. Поживей, что ли, если забыть, что играем за нежить. Если ты хочешь спать, у меня же стрим АСМР. Ты можешь поспать на моем стриме. Успокоиться. И тут я такая: да сука, заебал! Заткнись! Ты все получил? Проверьте. Я
перед тобой в долгу, если что-нибудь нужно. Это сольный номер. Когда я закончу, Пунчиналу больше никому не доставит проблем. Ясно, как пол-литра. Но если окажешься между молотом и наковальней, свистни. Это может быть началом прекрасной дружбы. Тебе явно нравится вся эта история, так? Мурашки по спине. Эй, ты мертвец. Это мне все говорят. У меня тут мой корабль, хочу встретиться. Нет Эйна, нет корабля. Все Ты знаешь, где мой ресторан? знаю. Через час. Ресторан Пунчинелло знавал лучшие дни. Интересно, за сколько мы пройдем эту игру? Просто я заметила, что под мой стрим иногда засыпают люди, поэтому я даже сама спать хочу. Ресторан Пунчинелло знавал лучшие дни. Кто-то мне писал, Шенмон писал, кажется, что мне надо этот микрофон, который с ушами. Я знал, что сам Пунчинелло вряд ли появится в ресторане, но надеяться никогда не вредно. Прикиньте, так играть буду. Кстати, неплохая идея, да? Играть в игры и спокойным голосом говорить. Ну, иногда, конечно, я не бываю спокойной. Вы знаете мой характер, мою эмоциональность. Но все равно люди спят. Ё-моё. Ё-моё. Понятно. Моя особенность: не могу спать ни под YouTube, ни под стримы. Ну, хотя бы просто для спокойствия душевного. Ладно, понятно. Так, короче, побежим. Походу, надо на какую-то кнопку нажимать, что ли? Вот сюда надо. Там просто огонь горел, поэтому я думала, там не надо туда. Есть. Так, я поняла, там надо просто Вспомнила, Матрица тоже игра века. Кстати, это была моя первая игра. Я тогда еще даже мышкой управлять не умела. Это лицо. Чё, глаза в разные стороны, куда я смотрю? Горел желанием прикончить меня. Это чувство было. Моей первой игрой было домино и пасьянс. Я на фоне побуду, надо домашние дела доделать. Промахала же все свободное время за ноутом. Окей, давай. Ой,
Ой, бля. Опять. Пунчинелло горел желанием прикончить меня. Это чувство было взаимным. Он только подливал масло в мой костер. Соблазнительно прям. Давно такого не было, чтобы этот медленно последний враг умирал. Они сторожили настоящее сокровище. Выход из этой адской дискотеки. Убежал куда-то. А, вот он. Ой, блядь. Чуть не убил меня. В Time Shift тоже играл. Инверсия времени лучший навык. Ну там, когда умираешь, можно назад возвращаться все время, да? Влад увидел мои сигналы. Рев заводящего Влад. смысла был почти не слышен, но дико Ой. был сирен. Мне так нравится имя Влад. Мы высадим тебя у усадьбы Пунчинелло. Владислав же, да, там? Когда это все закончится, свяжись со мной. Такие, как ты, мне нужны. Я учту. Ночь стонала от холода. Фонари в саду нервно перемигивались. Я раньше Хлопья путала снега, Владислав и свет Вячеслав. становились на мгновение мертвенно-бледными, а затем снова уносились Типа вверх. Вячеслав Я это слышал Слава, немало Владислав страшных Влад. историй про Я еще такая подумала, а почему Владислав это Влад? Они насаживали голову Почему не Слава? ворот. А Вячеслав это Вяч. Его получит. Главный секрет заключался в том, что Не секрет только убил имел, врага, что сломал бы ни ящик и было, даже воду не было можно правил, в не изначальное было состояние запятая, вернуть. карты и то и Ничего дело. себе. Дело было не в том, насколько ты крут. Это чистая лотерея, а любой, кто думает иначе, Блин, прикольно вот это. Все, что тебе Из версии времени. Вот бы она в реальной жизни остается, существовала. как можешь, пока Чтобы можешь. возвращать время этот назад. Кто-то заботливо оставил дверь открытой и даже убрал охрану. Я бы поставил на Мону. Я знал, что между мной и Пунчинелло встанет трио. Я читал их дела, толстые, как телефонные справочники. Никто не должен был уйти отсюда живым. Пронизывающий ночной холод последовал за мной. Где-то наверху. Пронизывающий ночной холод Сейчас, последовал походу, за мной. будет Басяра, да? Где-то наверху было трио. Актеры, танцующие под равномерное биение собственных сердец, с губами красными от крови Это, жертв. конечно, Винс лица. Муньяджо, Пилат Провиденс, он же Большой Брат, и Джо Салем, он же Каменюка. Пистолет примерз к моей руке. Боль пронизывала ее до мозга костей. После смерти его перевели. Кто-то не оценил здешнее гостеприимство. Кто-то с пристрастием к драматическим эффектам, кто-то самостоятельно выбрался из запертой камеры и проскользнул мимо вооруженных охранников. Я снова думал о Моне. Оставалось надеяться, что Мона достаточно опытна, чтобы бросить игру, пока она в выигрыше. В почтальоны.
Блин, жалко нету этого. Аптечки там огромной какой-нибудь. Dishonored тоже способности, что надо. Dishonored. С Трио я встретился быстро. Сейчас, походу, этот будет, что ли? Лиза Пунчинелло Босс. была немного ведьмой. Я уже все жду, не дождусь босс. Только подтверждали это. Вряд ли гадали на меня, но я остановился взглянуть на карту, выложенная миссис Пунчинелло. На первой карте была изображена Надо будет башня. потом черного цвета Был сделать. особняк. С остальными было легче. Дьяволом был хозяин дома, а смерть — это я, и я шел к нему. Почему Шрек свалка? Так, все понятно. Понятно. Все вы помните Bioshock с маленькими сестричками, большими папочками? Bioshock. Вот так надо. Биошок, может? Нет! Я не успела сохраниться еще. Так, и не залазь за вторую часть Биошока. Я, кстати, в детстве ее пробовала поиграть, но испугалась и вышла, короче. Для меня почему-то она меня тогда напугала, я не понимаю почему. Еще меня там какое-то оружие напугало. Зря вторая часть самая топовая. Адам собирать, прокачивать способности. Турели обезвреживать. У меня, походу, из-за атмосферы, наверное. Я там помню, вот эта девочка появилась. Еще вроде в самом начале там что было.
Меня оружие какое-то напугало еще тоже. И да, и там монстры какие-то были. Там был большой мужик с... Ой, я не помню вообще. Так как с кровососами в Сталкере. Да, меня эти еще, которые невидимые такие напугали, помню, в Сталкере. Я потом больше не запускала игру. Они не страшные. Электрические. А чё, а где? А. А, да? Да ёлки твои горки. Ой, а что там пишет? Лена, Леночка, привет. Игрушка? А, как дела у тебя? Да нормально все. Хорошо, отлично, супер-пупер. Я, кстати, вчера подумала, точнее, сегодня подумала о том, что ты мне вчера написал, предложил. Знаешь что? Я согласна только на тот момент, если ты выплатишь все мои долги, то я тогда возможно, соглашусь поехать. Извините, что не читаю YouTube иногда, потому что у меня Donation Alert сейчас что-то тупит, вот. И не запускает мультичат, поэтому я смотрю все на Твиче. Весь чат на Твиче смотрю, и у меня там с небольшой задержкой все показывается. Ну как она попала в меня? Речь идет о трехзначных цифрах. Ну, там большая же сумма. Мне нужно лекарство. Спасибо. Еще надо. Ну, конечно, лучше в личке. Давай тогда в Дискорде спишемся потом. Да ну твою ж дивизию, а! Да, конечно.
Да почему ты этот-то включаешь? А где этот-то? Почему он этот не включает? Да сдохни ты уже, господи. Господи. Так, все. Здесь все было уже кончено. Да ты просто ангел, Макс. Я не знал, Мона это или ее сестра. Труп нельзя было узнать. Этот сумасшедший ублюдок явно получил массу удовольствия. Я увидел эту женщину и вспомнил другую, которая также лежала на кровати рядом с перевернутой колыбелькой. Что звук какой-то тихий слишком. Ой. Если я сейчас погромче сделаю, короче. Да, игра вылетела, похер. Ай, господи. Так, сейчас. Какой-то хот-шот на минималках, супер хот. Зачем два шкафа? Для двоих людей прям? Макс Спейн, У телефона это Альфред Уоттон. Во дворе только что приземлился вертолет. Вам нужно спешить. чем дальше, тем веселее. Принц Муньяджи. Принц Муньяджи. Да почему у меня этот не включается? А, надо одновременно нажимать, оказывается. Принц Муньяджи. Да блять! Да, я знаю, что может еще двигаться медленнее. Я не понимаю, как это работает. Я нажимаю, а он не Принц этот. Муньяджи. Он включает только одноразовую, блин.
Вот опять он включил эту хуйню. Винс Муньяджи. С трио Пунчинелло было покончено. Вот. Он здесь, за дверью. Быстрее. Он охотится за мной. Быстрее, пожалуйста. Я слышал, как Пунчинелло вызывает по телефону помощь. Лучше бы он с ними попрощался. Пунчинелло был уже на пределе. Как только я вошел, он завял, как двойка перед королевским покером. Подожди, не стреляй. Я же делал только то, что мне говорили. Я не мог иначе. Она где-то там, наверху, в правительстве, может быть. Я не знаю. Он пытался выгадать больше времени, но у него не вышло. Нет, я ничего ему не сказал. Блять, стою, Было пержу. покончено. Нет, я ничего ему не сказал. Бросай пушку. Не двигаться. Игра закончена, Макс Пейн. Я всегда мог сказать, когда у меня есть преимущество. Сейчас его не было. Это была настоящая барракуда. Чё? В руке она держала дымящийся пистолет, а за ее спиной стоял отряд наемных убийц. Как мило! Я убью 2 зайцев сразу. Рано или поздно это Единственная должно было с вами эмоциональная случиться. женщина в этой Мистер озвучке. Пейн, пришло время продемонстрировать вам преимущество моей. Чтобы прятать туда трупы, Будьте хорошим так много мальчиком. шкафов. Рано или поздно обнаружилось, что леди Удача – обыкновенная шлюха, а у тебя закончились наличные. Третья часть, поближе к небесам. Джентльмены, здесь мы закончили. Мы вторую Отвезите часть за меня 2 в часа прошли. холодную сталь. Она вколола мне двойную дозу валькирина. Я чувствовал, как зеленое пламя пожирает меня изнутри. Они превратились в фар, в тени. У меня не было ни малейшего шанса. Эта ведьма прикончила меня почти так же верно, как если бы прострелила мне череп в упор. Тени обступили меня. Их искореженные окровавленные лица горели жаждой мести. Они знали мои слабые места. Сейчас и опять будет собрались, сон чтобы собаки. убить меня. Пол превратился в водоворот зеленой крови. Плоть падших ангелов. Опять. Хоррор-игра опять начинается, блин. О, Господи. Макс? Макс, это ты? Макс, где ты? Отзовись, пожалуйста. Нет, пожалуйста, не надо. Макс, нет, прости меня. Макс, не надо. Нет, Макс, пожалуйста. Блин, а прикольно было бы поиграть вот Макс Пейн в хоррорную версию игры. Макс, где ты? Отзовись, пожалуйста. Письмо уставилось на меня. А, письмо. В этом неразборчивом почерке было что-то неуловимо знакомое. Ты живешь в комиксах, Макс. Правда ударила зеленой молнией. Ее свет изгнал из головы ложь. Вся моя жизнь была разбита на Голос злой неподвижные Визин 2. картинки с подписями и репликами. В следующем нарисованных году. на очках. Я был персонажем комиксов. Давай в Дальше следующем не году, будет. реально. Хуже я и придумать не Надо мог. хотя бы хоть одну игру пройти, блин. Я еще ни одну игру не прошла.
Единственный листок бумаги оказался опасным. В этом неразборчивом почерке было что-то неуловимо знакомое. Ты живешь в компьютерной игре, Макс. Правда зеленым светом осветила мой мозг. Если Четвертую скосить стену глаза сломали. вниз и влево, увидишь датчики здоровья и оружия. Постоянно Прикольно. повторяющиеся сцены, стрельба, параноидальное чувство, будто кто-то управляет каждым моим шагом. Я был персонажем компьютера. Забавно. Дальше некуда. Хуже я и придумать не могу. Нифига себе. Прикольно. Четвертую стену сломали. Да, блядь, опять эта хрень. Жестко душная вот эта хрень вообще. Типа не долетает, да? На стримах не знаю, я не думала об этом. А разве можно? Там авторские права, ничего не будет за это на Твиче? Ну или там на Ютубе. Мне кажется, там сразу по шапке надают, нет? Я бы посмотрела магическую битву. Да блядь. Ай-яй-яй. А что ты хочешь? Ну, я One Piece не буду смотреть. В крутой компании. Убийца, ты убил ее. Че, реально, что ли? Это он уже с ума сходит, походу. Совсем уже кукуха поехала. Макс, у меня сегодня на работе такой случай был. Пришла странная записка, что-то там про викингов. Малыш, мне надо бежать. Ты мне вечером расскажешь, хорошо? До встречи, Лили. Следы от пуль на ее груди напоминали ожерелье. Кровь стекала по ее нежной коже. Как же она была красива. Убийца улыбался. Плоть падших ангелов.
Зеленый кошмар медленно рассеивался, оставляя в моем сердце темные пятна. Я чувствовал себя выжатой тряпкой. Я очнулся в холодном поту, вымотанный до нельзя, в луже собственной рвоты. Перед тем, как я отключился, она приказала отвести ее в холодную сталь. Это был ключ, моя единственная зацепка. У меня ушла целая вечность, чтобы встать на ноги, но, добравшись до машины, я сразу отправился за город на завод «Холодная сталь». Для холодной зимней ночи на заводе было слишком шумно. Там рычали грузовики и суетились люди. У меня было преимущество перед этой ведьмой. Она думала, что я мертв. Мне нужно было попасть внутрь. Поездка окончательно измотала меня. Я уже потерял счет дыханием, которые открывались одно за другим. Здесь, на обледеневшей крыше, под пронизывающим ветром, я чувствовал Слышно, себя да? ниндзя из кинофильма. Мне некого было обманывать. В лучшем случае я тянул на Супермена с большим куском криптонита на шее. Полупустая промышленная зона в центре пустоты. Великолепное прикрытие для самых разных незаконных махинаций. Внутри напоминает... Все АСМР. Внутри, напоминая ведьминское варево, бурлил и вздувался пузырями расплавленный металл. Ответ отрицательный. Так, сейчас погодите. Сохранение. Сейчас. Хочу кое-что сделать. Я хочу, чтобы игра немножко потише была, а я чуть погромче. А куда загрузилась? В этот? В YouTube, что ли? Из-за опасных погодных условий. Снежная буря потрясающей силы. Пипец. За всю историю города. Что за ошибка? Машин занесли снегом. Сильный снегопад, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться еще. Снег все падал и падал, как конфетти на празднике дьявола. Метель и не думала кончаться. Снег все падал и падал, как конфетти на дискотеке или что там было. Дьявол. Чё, SCP будем играть вместе? Мультиплеером. Что опять дергается этот. Если вас тошнит, вы скажите мне от меня. О, нихуя себе, блядь.
Сука. Ну, сколько у них там квадриллиардов, терафлопсов, памяти надолго не хватит. Сиксиллионов. Так, YouTube хочу проверить. Лайки поставили быстро, подписались на канал. Так, чё, куда? Туда вниз надо прыгать? Класс. Блять. Твою ж за ногу. Это хорошо, что я умерла. Тут типа какой-то мост, наверное, надо, да? Ничего не надо думать. Counter-Strike. Контр-струки. Да ты твою ж за ногу.
Контрструки. Периметр прорван. Оборудование повреждено. Повторяю, модуль Д6 поврежден. Начинайте операцию слепой. Эти жаргонные фразы могли означать только одно. Они собирались уничтожить все улики и скрыться. Ключи ко всем загадкам ждали буквально за углом. Глава 2. Ключи к загадкам. Сколько там, интересно, частей? Блядь. Папка на столе рассказала мне мрачную историю. Наемники спешили свернуть проект. Товара опять не хватает. Этот химик... Да я тоже надеюсь, что Буси скоро. Я его запер в Ну камере что-то В7 это, ребята. от старого модуля Д6. Непонятно Я слышал как-то. всё. От Кто, разгадки как, меня что, кого, отделяла где, куда, только когда. дверь. Что это было, блядь? Так, стрим идет. Ой, господи. Туда нажала. Господи. Лучший СМР взрыв. Я испугался от громкого звука, не понял, что это было. Ой. Ай, конечно, это самый лучший АСМР. Да, блядь. Ты не видел, что ли? Вот. АСМР. Я не показывала тебе, что ли, ногти свои? Ой.
спинку вам почесать. Знаете, как классно голову чесать такими ногтями? И чипсы прикольно кушать. Тоже так берешь, так хопа, цепляешь так. Ой, ё-моё, блин, да вы чё? Да, они острые прям такие. Ай. С ними пальцы этот еще длиннее кажется. Как там вообще выглядит все это? Позу... похождение императора? А, это что ли? Как ее там звали? Так, а здесь... Войски готовы! Ловушка установлена! Какая ловушка? Изма, да-да-да-да-да. У нее же еще там ресницы такие жесткие. Длиннющие. Что-то мне захотелось этот мультик посмотреть. Куска, Куска, вперед! Но это сериал, конечно, был. Песня вот эта, которую я сейчас только что спела. А так... Мне больше нравится фильм. Мультфильм. Но сериал тоже прикольный был. Озвучка этот, наша локализация российская прикольная тоже. Так, а как туда попасть? А вот так. Тут надо думать, прикиньте, да? Ногти красные были? Да, я не помню. Я не помню уже, какого цвета ногти были. Ни хрена сия, блин. Матрица. Вообще не поняла, что происходит. Ты закончил? Так, и куда мне прыгать? Вот сюда? Ай, блядь. Да ну твою ж дивизию. Сука. Ой, не могу. Чего? Это знак. Да блять! АСМР!
Чё, Валера, как дела? Как жизнь? Блять. Сукины дети. Да ну твою... Да, блядь! Я почему-то могу писать... Чего? Ответ отрицательный, прикольно. Я почему-то могу писать во фритюрнице, хотя номер уже не требует. Скорее всего, там было, знаешь что? Когда только первый человек, когда появляется, он ждет еще вроде 10 минут, чтобы написать в чат. В Дискорде вроде так. Так, а что делать? АСМР. Коничева. Убей меня! Шикарно. У тебя за спам, надеюсь, наказания не жестокие. Ну, смотря какой спам. Ваташи намайва. Ваташи на найма. Ваташи no найма ва ирену дес. Сенчу дес. Кому бан? Мне. Дай мне бан. Ломай меня баном полностью.
А тебе я не могу, да и не хочу. Монитор указал мне путь. Сейчас, монитор, подожди. На всех мониторах диспетчерской были разные диаграммы, кроме одного. Подъемник D6. Он был где-то впереди, в самом сердце завода. На всех мониторах диспетчерской были разные диаграммы, кроме одного. Подъемник D6. Он был где-то впереди, в самом сердце завода. Же есть. Чё, последний раз еще? А, нет. Все? Так, и чё? А. Какая озвучка крутая. Фаново. Блять, одна голова. Лал. Сука. Класс. Короче. Да что такое?
Можно было бы, конечно, взорвать, ну ладно. Мы же не ищем легких путей. Ё-моё! А предупредить нельзя было? Это можно смотреть вечно. Ага, конечно, блин. 300 раз я его взорвала. Вообще похер. Чё за... What the hell? Да в смысле? А, на этом, наверное, можно поехать. Пипец, блядь. Пешком она пошла, блин. Эй! Блядь! Ты не смотрела Резеру? Там с ГГ похуже делали. А как вот это взять тогда? Никак, походу, да, не возьмешь. Сука. Да, блин. Причина смерти. Ой, блядь. Сука. Жесть. Я забыла про эту штуку. Я думала, я проканает. Там есть ГГ, убили, он возвращается на чекпоинт. Нихуя себе, блядь. Сука. А, я знаю. Сейчас. Блять, какое там по счету оно? Да, блядь, пока я там дойду до нее, до этой гранаты ебучей. Давай, 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 давай. А им похер вообще, а им похер. Да в смысле ты? Ты сдохнешь или нет? И ты тоже сдохни, пожалуйста. Вы все сдохнете. Ау, ау. Нихуя. Бля, я на эту лаву нажимаю, походу. Ой, наступаю.
Наконец-то загрузилась. Захожу, а тут мое отчаяние. Наконец-то загрузилась богинюшка, где я так провинилась. Привет, привет, Даш, привет. Уф. Вожди. Я сейчас обоссусь. Класс. Класс. Сука. Ему похер вообще. Ай, шуба норковая. Наконец-то, блядь. F5. Ай, куда тут? Ну, точно не на эти плиты, наверное. Ладно. Я сейчас обоссусь. Погоня за нарушителем! Класс. Классное сохранение. Ай, блядь. Сука. Топ-сейр. Да. Глава 3. Объект D6.
Я чувствовал себя детективом из кино, Шерлоком Холмсом, идущим по следу Мориарти, стремящимся разрешить все загадки. Я шел от разгадки к разгадке, к концу, каким бы он ни был. Вы не можете! Мои люди еще здесь! Ты не знаешь, почему эта операция называется слепой? Ни хрена у него лицо. Ладно, начали. Да блять! Дурак! Не то оружие. Да в смысле? Да чё я делаю? Ах, проварка осталась. Ба-ба-ба-ба-ба. Так нечестно прям перед лицом, блин. Раньше. Под столеваркой находился старый военный бункер. На полу был изображен военный знак. Я 1000 раз видел этот знак, нарисованным на стенах. Только вместо меча там шпиц. Проект Вальгалла. В. Валькирин. В. Вальгалла. Неожиданно. В. Вонючая жопа. Это какой-то звонок этого. Старой машины из 30-х годов. Гуделка. Да что ты твою дивизию? Куда идти? Вроде сюда, да? Почему они не говорят вот таким вот голосом? Потому что у меня замедленное время. Это очень странно. Почему они вот так вот не говорят? Как и все в этом деле, код замка был для меня загадкой.
Шесть, шесть, пять. А, нет. Ой. А! Установка была запущена, когда он умер. Жалкое существование этой лабораторной крысы завершилось. На экране мигал пароль 665. Для числа зверя не хватало единицы. И все. А куда идти-то? Хорошо, что тут счетчика нет. А. Ой. Ёшкин кот. Что, везде одинаковый код, типа что ли? Ты мне нужен, чтобы пройти через дезинфекционный шлюз. Ты с ума сошел? Ни за что! Эта штука сейчас сорвется! Выбирай, туда или обратно в камеру. Ладно, ладно, сделаю, но ты все равно псих. Нам надо идти, ну пожалуйста. Блять. Ой, бля. Бля, теперь этого еще надо охранять, дебила. Ладно.
Блин, что происходит? Что надо делать? А. Господи. Я увяз в самом центре этой смертельной паутины. Сейчас бы Леон тут попрыгал бы. Начинается. На экране одного из терминалов Совершенно секретно. Проект Вальгал. Армия США. Сеть Ингдрасиль. Вальгал. Место в скандинавской мифологии, куда после смерти попадают храбрейшие из воинов, и где они пируют и сражаются друг с другом. Валькирии – девы, избирающие самых достойных и сопровождающие их в Вальгалу. 1991 год. Цель исследования – создать препарат, повышающий выносливость и боевой дух пехоты. 1995 год. Результаты неудовлетворительны. Проект закрыт. кто-то решил продолжать эксперименты нелегально. Проект под угрозой. Утечка данных. Устраните препятствия любыми средствами. Красный гриф секретности. Удвойте дозировку для оставшихся испытуемых. Проведите исследование их поведения в городских условиях. О, выложила? Точка Молодец. оказалась рядом с моим домом в Нью-Джерси. Этому файлу было 3 года. И мне кажется, что все самое ужасное, Мне бы это тоже уже надо пережил, снимать. что дальше некуда. И тут надвигается беда еще ужаснее. Как Всё никак не изгнать из дойду. головы этот тихий голосок, шепчущий, что тебе надо радоваться, что теперь-то уж твоя месть вполне оправдана по любым моральным меркам. Этот тихий голосок, бесспорно доказывающий, что я проклят. Отображался логотип ведьмы на шпильках, появилась здесь и давно исчезла. Мне нечего было с ним делать. Название бункера звучало как мрачное пророчество. Ни хрена мне повезло. Тут что? А, все поняла. Начинается самоликвидация. 25, 24, 23, 22, И что делать? 15, Бля, я только про этот говорила, что хорошо, что здесь нет счетчика. Что, успели? Блядь, сука. Да в смысле ты меня задеваешь? Я не понимаю, почему он меня задевает. Да в смысле, блядь? И как теперь пройти? Я не понимаю.
как теперь пройти, блядь? Надо под какой-то, блядь, специальный угол встать, что ли, блядь? Пиздец, блядь. Пуск. Крутые парни не смотрят на взрывы, да? Ты собираешь мозаику, а уложив последний кусочек картона, узнаешь в картине себя, собирающего ту же мозаику. Городская легенда, ставшая реальностью. Подопытные кролики проекта «Вальгалла» были теми самыми наркоманами, которые убили моих близких. Все остальное было простой охотой за головами, которая привела меня к ней, к мисс Валькирии. Фабрика взорвалась и обрушилась огненным дождем за моей спиной. Все мои ориентиры были мертвы. Смотрите, и какой превращены мизинец в пепел. огромный. Я сбился с пути. Я не спал уже целую вечность. Я был тощ, как скелет. Все это время я жил на пончиках недельной давности. Самое подходящее топливо для костра в моей голове. Я не помнил, когда последний раз видел солнце. Я постоянно переходил с кладбища на кладбище. В темноте Нью-Йорк изменялся до неузнаваемости, и песни Синатора начинают звучать фальшиво. И на улицах этого города, ночного Нью-Йорка, вершатся темные дела. Я сидел в круглосуточной забегаловке и пил кофе. Не помню, которая по счету чашка мерзкой маслянистой жидкости ожидала своего часа, когда со мной связался ПП. Что там стряслось на Роскос-3? Макс, У Пепе. нам нужно встретиться и решить, что делать дальше. У Пепе. Чем У больше я Пепе. думал об истории с убийством Алекса, тем больше убеждался, что это сделал кто-то из своих. Это можно было предвидеть. ПП продал меня мафии и теперь собирался завершить начатое. Гараж пустовал. ПП был в костюме от хорошего портного, при золотых часах и запонках в тон. Разумеется, все куплено на зарплату полицейского. Макс, Обволакивающий вкрадчивый шарм. Плевать, он убил Алекса. Что означает ПП? Паршивый предатель? прекрати. Вот, возьми лучше сигару. Не курю. Макс, ты даже не представляешь, от чего отказываешься. Это же... Отлично представляю. Ты продажный подонок, который предал своего партнера за 30 серебряников. Отряд бандитов в метро. Вернее, не бывает. С Алексом ты, небось, так же говорил. Доверительно, а? Эту игру ты не выиграешь, Макс. Нет, но я позабочусь, чтобы вы ее тоже не выиграли. ПП оказался очередным опереточным злодеем. Need for Полицейский Speed. взяточник, трус, сбежавший с поединка, предоставив своим прихвостням довершить это грязное дело. Я ничего не вижу.
попика-мышь. Попика-мышь, попика-мышь, попика-мышь. Попика-мышь, попика-мышь, попика-мышь. Попика-мышь, попика-мышь, попика-мышь. Класс. Ёб твою мать. Что там происходит вообще? Но долго его так не помотыляешь все равно. А Эллен хочет, чтобы я задушилась в Evil Within 2. Жесть, экшен. Сам себя подорвал, получается. Блять. Опять начинается. До этого нормально, нормально, а сейчас опять. Блять, сука.
Я присяду. Присаживайся. Ай, блин. Блять. Да сдохни ты уже. А, никого нет, я думаю, кто-то есть. А, вот есть. Ай, блядь, сука. Да сдохни ты, блядь, сука. О. Короче. Ай, блядь. Стало известно о пожаре в Пунчинелло Манор в Вестчестере. Усадьба принадлежала Анджело Пунчинелло, по слухам, главе мафиозного клана Пунчинелло. Полиция теперь утверждает противоположное тому, что говорила раньше. Макс Пейн жив и продолжает свою вендетту. Поджог усадьбы Пунчинелло – его рук дело. Не помню, чтобы я что-нибудь там поджигал, хотя огонь помню. Ой, бля.
Да убейте меня уж. Полицейский с Рублевки. Да ёбаный твой насрал, блядь. Ой, блядь, сука. Да, блядь, твою ж за ногу, блядь, ёбаный твой в рот, блядь, сука ебаная, блядь, нахуй. Сдохни, блядь, тварь, ты тоже сдохни, блядь. Твою ж дивизию, блядь, ёбаный в рот, блядь, сука. Ненавижу эту игру, блядь. Да, блядь, твою ж... Сдохни, блядь, сдохни, тварь ебаная, блядь. Давай, беги, беги, беги сюда, тварь. Ай, блин. Ну, конечно, блядь.
Фух. Для умного парня ты слишком глупо себя ведешь временами. Зазвонил телефон-автомат. Могу сказать вам имя вашего врага. Приходите в Аскард Билдинг. Мы ждем вас. Уоден ждал меня на ступеньках старого муниципального здания. Мистер Пейн, пройдемте внутрь. Всем просто не терпится начать. Всем? Несмотря на всеобщее заблуждение, этот дом на 2 года старше здания мэрии. Это самая старая муниципальная постройка в Бруклине. Да что вы. По пути через темный зал с куполообразным сводом он продолжал изображать гида. Впереди маячили ответы на все мои вопросы. Мистер Пейн, позвольте представить вам моих коллег по малому кругу, как мы его называем. Вы, похоже, насмотрелись секретных материалов. Вы уже ознакомились с файлами по проекту Вальгалла. Мы можем восполнить некоторые пробелы в ваших сведениях. Этим проектом мы занимались с самых ранних стадий его разработки. А зачем это нужно вам? Мы бы с большим удовольствием подорвали всю эту плану, но у нас связаны руки. Это Николь Хорн. Она была одним из главных вдохновителей проекта. Когда финансирование проекта остановили, она отказалась завершить исследование. Она прекрасно понимала, что попало ей в руки. Николь Хорн, президент Айзек Корпорейшн. Ей принадлежит больше половины города. Это нужно держать в секрете. Если вы попытаетесь обнародовать эти сведения, мы будем все отрицать. Вы должны избавиться от нее. Тогда мы защитим вас и снимем все обвинения. Эти слова были знаком для отряда наемников. Двери распахнулись, и они влетели... Шоу было великолепным, но я решил не дожидаться конца. Падать пришлось невысоко, мне повезло. Чё, наверное, все давайте. Я устала уже. Так, сейчас вот это вот взорву и все. Ой. Ну и хорошо, игра вылетела. Ой, так, все. Чё, кто остался? Или кто-то спит? Фух, почти 4 часа играли.
Так, что там дальше у нас по этим? По играм. Завтра, если, например. Завтра можно призрак Цусимы по порядку, короче, идти. Ой, господи. Капец. Все руки, все вспотело, вся мышка, вся это. Все это мокро. Видео надо снимать, видео снимать. Короче, надо завтра встать и снимать видео. Все. 20 числа надо будет закупиться к Новому году. Ладно. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся. Не болейте. Давайте. Спокойной ночки всем. Сладких снов. Пока-пока.